В Усть-Майском районе ввели режим ЧС муниципального характера из-за лесных пожаров. Недалеко от Ижанцев горит тайга. Ситуацию усугубляет очень ветреная сухая погода. Подробнее о ситуации расскажут наши корреспонденты. Еще не снят режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком, как в Усть-Майском районе вынуждены ввести режим ЧС и из-за лесных пожаров. Недалеко от населенного пункта Ижанцы горит тайга и марий. Ситуацию усугубляет очень ветреная сухая погода, и огонь с каждым днем пожирает лесную территорию. На борьбу со стихией брошены десантники и мобилизованные из Петропавловска, Усть-Мая и Ижанцев. 49 человек тушат этот лесной пожар под номером 1А. Но все зависит от погоды. Если ветер, то тоже тяжело, конечно. Но чтобы соблюдать технику безопасности, главное. А вот трудности какие вот именно? С водой. С водой? С водой. И если каменистая почва. Сегодня в помощь вертолетам были доставлены новые свежие силы, мобилизованных в количестве 10 человек. Была произведена передислокация десантников, которые очень оперативно и слаженно осуществляли погрузку и разгрузку. Каждая группа тушит свою часть по заданию. 2 километра тушения, одна группа прошла, вторая группа. И по 2 километра мы вот так закругляем до головы, а потом берем голову. Несмотря на тяжелые условия, все огнеборцы настроены локализовать этот непростой пожар. Сильный ветер продолжает гнать его в направлении реки Алдан. Десантники контролируют лишь кромку, не давая площади расшириться. Восхищает работа и экипажа вертолета. Порывистый, иногда и шквальный ветер, задымление, а вертолетчики точно зависают над марью, не давая винтокрылой машине и пошевелиться. Да, вертолеты стоят в зависании, весенний называется, да, на шаге, для того, чтобы не провалиться, потому что садимся в маре, там и качка, и вода, и болото. Из-за сильного ветра площадь пожара продолжает увеличиваться и составляет уже около 200 гектаров лесной и нелесной территории. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики Усть-Майского района нет. Юрий Таюрский, Усть-Майский УЛУС.